Пожалуйста, у нас звонок еще в студию. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос. Алло, добрий день. Мене звати Юля, я телефоную з Чикаго. Постійна ваша слухачка і читачка, вас обох у Фейсбуці. Дуже вам дякую. І в мене таке питання до пана Аркадія. Ситуація з Телеграмом показала, що російська влада, в принципі, не зовсім може закрутити гайки в інтернеті. Як ви думаєте, чи будуть вони й далі робити подальші спроби в цьому напрямку, і чи є взагалі потреба? Бо так виглядає, що, в принципі, потреби такої немає, і електорат задоволений таким життям, яке вони зараз мають. Дякую. Спасибо. Но, понимаете, когда вот это все можно описать одной фразой, да, опять же, в том же самом Фейсбуке, когда сначала по лентам пошла новость, что Россия будет искать своего русского Илона Маска, а потом через 3 дня пошли заголовки, что русского Илона Маска убили в тюрьме. Нашли да? его. Нашли да. И убили, в конце концов, в тюрьме, да. Не смешно. Не смешно, да, уж прошу прощения. Так вот, умные люди в таких условиях не рождаются. Или если они рождаются, они уезжают. И уж точно умные люди в Роскомнадзор работать не идут. И уж точно у Дурова работают люди гораздо более умные, чем те, которые работают в Роскомнадзоре. И все, что они могут только крыть по площадям. Я, например, это вообще только лично приветствую. Да? Бабахайте, ребята, кройте по площадям. Телеграм живой, но Амазон убили, Google убили, там Росгосцирк убили, что там... 150 миллионов компаний поубивали, 16 миллионов IP-адресов заблокировали. Пожалуйста, действуйте так. Вот так вот просто взять топор и рубить просто кабель, все кабеля, это они могут. Бороться с новыми технологиями на уровне новых технологий они, конечно, безусловно, не могут. Но надо понимать, что давайте все-таки не будем пренебрежительно относиться. Мы иронизируем каждый раз, да, из передачи в передачу. Но все-таки надо понимать, что дурак с топором — это все-таки тоже сила.